Как выбрать школьную форму, поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Зульфира Газизова, директор швейной фабрики. Зульфира Узбековна, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня с вами очень актуальная тема. Лето – это время не только каникул, но и подготовки к следующему учебному году. В этом году ваша фабрика нарастила обороты производства, причем на 15%. С чем это связано? В этом году на 15% мы нарастили, если это в суммарном выражении, потому что нам пришлось наряду с другими отраслями немного поднять себестоимость изделий, потому что сырьевая база подорожала. Естественно, расходная часть увеличилась. Вот за счет этого мы вынуждены были поднять, и сейчас идет рост только за счет суммарного выражения. Мы снимали репортаж у вас на фабрике и уже и в магазине тоже. Уже июнь-июль идет активная покупка, да? Да, я совершенно с вами согласна, потому что те родители, которые уже знакомы с нашей формой, они начинают приобретать школьную форму в конце апреля, потому что они знают наши размерные ряды, они заранее спокойно приобретают и спокойно летом отдыхают. Таким образом, они спокойно могут уехать в лагеря дети, например, сами к бабушкам, дедушкам, в районы, муниципалитеты нашей республики. А те родители, которые первый раз только идут в первый класс, они, конечно, это мероприятие оставляют на август. А в августе, как всегда, мы понимаем, что это столпотворение. И если мы обнаруживаем ребенка с нестандартными типами фигуры, для нашей фабрики в этом случае приходится и в ночные смены работать, потому что мы не хотим, чтобы ребенок, который немножко полноват или наоборот слишком рослый, например, да, чтобы они тоже не остались без формы, потому что они уже отклоняются от тех госстандартов по размерам. Мы видели в вашем цеху есть еще и вышивальные станки, да, на которые можно просто вот небольшую флешку поставил, и она сгенерировала уже и загрузил программу, машина сама вышивает. Но в то же время есть и ручной труд, мастериц. Вот, то есть автоматы, машины не полностью вытеснили ручной труд. В нашей швейной фабрике мы везде, где можно автоматизировать те линии, да, стараемся модернизировать оборудование, закупать новое, обучаться, приглашать специалистов из других стран, чтобы нас обучали, потому что, к сожалению, технологии постсоветского пространства в нашей стране не сохранены, и в какой-то момент легкую промышленность у нас забыли. Вот с приходом Ради Фаритовича Хабирова только обратили внимание на легкую промышленность, и легкая промышленность начала вставать с колен. Мы ему очень благодарны, легковики, да. Да, сейчас идет экономический, как бы мировой кризис, но несмотря на это, те люди, которые не боятся работы, работа есть и работаем. Да, швейные машины, которые используем, да, в этом году, в прошлом году, 1 июля 2025 года, вышли новые ГОСТы, и основным требованием в этом ГОСТе есть такая рекомендация: обязательно присутствие элементов патриотики в школьной форме. Это могут быть флаги России и Башкирии, для того, чтобы мы детей с раннего детства, детям прививали любовь к родному краю, к родной школе и к нашей стране. Зульфира Узбековна, вот вы сейчас заговорили о том, что есть ГОСТы, и действительно вот к школьной форме такое ощущение, что требования как к космическому скафандру, там просто их масса. Как удается им соответствовать и вообще нужны ли они? Они очень нужны. Мы очень рады, что вышли новые ГОСТы, мы их давно ждали, потому что мы швейники, мы швейная фабрика. Но есть еще те фабрики, это комвольные комбинаты, которые выпускают ткани, материалы для наших производств. И еще раз повторюсь, постсоветское пространство, многие фабрики комвольные были закрыты. И сейчас это реальная возможность для того, чтобы ткани начали выпускать в широком ассортименте костюмные и брючные ткани в нашей стране. Тогда мы будем наших детей, сможем контролировать, начиная с сырьевой базы, контролировать и качество, и всем современным тенденциям моды, чтобы эти ткани отвечали. Для детей же очень важно
мы понимаем, что в тканях в содержании волокон не менее 55% должно быть по новым ГОСТам. Но, к сожалению, пока еще наши комвольные комбинаты такие ткани не выпускают. Есть пару комвольных комбинатов, но ткани еще мы достаточно перерабатывать не умеем. За счет этого полушерстяные костюмные ткани имеют колкость, и детям не очень это приятно тактильно. Ну вот что самое сложное, чтобы ткань не мялась, не покрывалась катышками? Вот какие есть здесь моменты самые непростые? Это уже с комвольного комбината, когда такими химическими элементами, которые обрабатываются для того, чтобы при дальнейшем использовании, при частых стирках изделие выдерживало все 9 месяцев. Потому что школьная форма – это рабочая одежда ученика, и она должна подвергаться к многочисленным стиркам. Что сегодня носят школьники? Мальчики классические брюки, костюмы, у девочек сарафаны, платья, юбки. 15 лет работая в этой индустрии, я хочу сообщить следующее. Сейчас мы понимаем, что дети наряду с гаджетами в руках, они также отказываются носить те платья и фартуки, классические пиджаки и рассматривать это как повседневную одежду. Мы же знаем, что и по постановлению школьная форма, она делится на парадную, повседневную и спортивную форму. Парадные формы, естественно, это только классический пиджак, платье классические, фарточки они выбирают, да, но на повседневную, чтобы на уроках, когда они сидят, ничего не сковывало движение. Они же те же хотят бомберы носить, свитшоты, да, современные. Но мы всегда идем, разговариваем с подростками. А подростки – это самая такая требовательная аудитория для нас. И мы всегда вместе рисуем модели, находим и в одной цветовой гамме их одеваем. И поэтому нашу школьную форму очень сильно любят дети. А расскажите, вот вы уже говорили о том, что иногда бывает ребенок особенный, да, имеется в виду немножечко покрупнее или наоборот более рослый. Вот в этом случае есть возможность как-то перешить, да, или что-то сделать, индивидуально шить? Каждая школа имеет право устанавливать на основании своего устава и путем голосования родителей фасоны школьной формы, цвета, да, и выбрать поставщика школьной формы. В нашем случае, если когда школа или родительские комитеты выбирают нашу фабрику как исполнителя, то мы здесь идем навстречу любому ребенку и каждому родителю, чтобы ребенок себя не чувствовал из-за типа фигуры себя ущемленным. Для нас это важно. Я еще раз повторюсь, мы даже остаемся на ночь для того, чтобы успеть в индивидуальном порядке обработать размер этого ребенка. Вот вы сейчас говорили о том, что школьную форму разрабатывают таким образом, да, есть и ткань, и сам пошив, чтобы ее можно было много раз стирать. Но понятно, что школьную форму покупают на год. Покупают, как правило, один комплект или пару комплектов, допустим? По статистике покупают один комплект. Многие даже мальчикам вот одни брюки покупают и умудряются каким-то образом 2 года носить, а это 18 месяцев, одни брюки. Я всегда, конечно, сама анализирую, девочкам-то колготочки меняют каждый день, ну а мальчики в этих брюках. Поэтому очень высокие требования родителей по поводу износостойкости нам, как производителю швейной фабрики, выставляют. Но мы пока на сегодняшний день справляемся. Швы у нас никогда не разрываются. Ткани мы всегда тщательно отбираем. Иногда бывает то, что дети наших сотрудников носят перед тем, как запустить. Потому что цифры цифрами нам нужно на деле, на практике угодить каждому родителю. Зульфира Узбековна, еще вопрос. Вот сейчас очень много разных магазинов, может быть, точек торговых, да, где продают именно школьную форму. На что стоит обратить родителям внимание для того, чтобы потом не разочароваться и в середине года не искать дополнительный комплект? Самый лучший, наверное, все равно советчик – это сарафанное радио. Да, летом очень много ярмарок открывается в торговых центрах. Напрямую, кто-то, если не доверяет, то они приезжают напрямую в нашу швейную фабрику, размещают.
но всегда нужно все равно, к нам каким образом приходят. У кого-то соседи, одноклассники покупали, родственники покупали своему ребенку. Они уже, например, испытывали нашу форму. Только по сарафанному радио к нам приходят. И поэтому у нас из года в год растет производительность. Только за счет сарафанного радио. Такой рекламы особо нет. Человека можно обмануть только один раз. Если плохое качество, они могут промолчать и к тебе не вернуться. Поэтому родителям мы всегда говорим, если в нашей форме вам что-то не понравилось, мы такие же простые люди, звоните нам, приезжайте нам, мы вместе обсудим, примем какие-то, например, улучшения в нашей форме. Вот, к примеру, приведу. Рубашки классические, они имеют жесткий дублерин, формодержащие, да. По многочисленным просьбам родителей, именно мамочек, да, они попросили, вы же, говорит, сами производите, вы можете туда просто мягкий подклад поставить, чтобы не натирало шею ребенка. А мы говорим, что отвечаем, по технологии так положено. Но мы отклонились от технологии для того, чтобы доставить комфорт ребенку, ученику. Потому что это на нашем производстве. Это никак не мешает, внешний вид от этого не теряется. Просто вместо жесткого, например, дублерина, мы поставили трикотажный. Вот это самое главное, очень интересный момент. По ходу нашего диалога вы рассказали о том, что к вам и вместе с подростками чуть ли не рука об руку вы разрабатываете форму. И самое главное, и к родителям вы открыты, что каждый может позвонить и сказать, да, свое конструктивное предложение, не просто критика, вот это плохо, 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 а именно какое-то предложение внести. А давайте поменяем этот момент. Это очень важно. Да, мы очень открыты, и мои коллеги тоже. Мы все любим нашу работу, то направление, чем мы занимаемся. И те люди, которые даже устраиваются на работу, если они не способны полюбить школьную форму, кадетскую, патриотическую, для профессионального спорта, то эти люди у нас даже сотрудники не задерживаются. Я всегда, вот говорю же, всегда максимум внимания к школьной форме, к родителям, потому что у всех все равно своих проблем хватает, работы, домашних забот, поэтому мы должны помочь родителям решить их задачу. Спасибо огромное, Зульфира Узбековна. Всего доброго. Это была программа «Интервью». На наши вопросы ответила Зульфира Газизова. Это директор швейной фабрики. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.